занят. Как, ты не знаешь? Я готовлюсь к отборочному национальному чемпионату WorldSkills Russia 2015. Займись лучше своим делом, держи микрофон. Здесь проявить свою компетенцию тебе будет явно проще. Но я так хотел выиграть. Пойдем. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на национальном чемпионате Северного Кавказа WorldSkills Russia 2015. Полуфинал национального чемпионата и впервые такие масштабные соревнования проводятся здесь, в Северной Осетии. 3 дня представители рабочих и технических профессий будут состязаться в умении класть плитку, ремонтировать автомобили, создавать интернет-сайты, Выпекать осетинские пироги, составлять цветочные букеты и даже делать прически. Компетенции — так называются виды соревнований, о которых мы вам сегодня расскажем. Я Артем Балатаев и Тамила Хамицаева. Я и не знал, что WorldSkills — это мировое движение, которому более 70 лет, но Россия присоединилась к нему относительно недавно, 3 года назад. Теперь мы можем узнать, как это прикладывать свои золотые руки в нужном направлении. и получать за это золотые, серебряные и бронзовые медали. Знаешь, Артем, мне кажется, эти соревнования сейчас особенно актуальны, потому что найти хорошего мастера, очень сложно. Я с тобой полностью согласен, Тамила. А у нас всего 21 компетенция. А сегодня мы расскажем вам о 6. Это ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, флорист, графический дизайн, выпечка осетинских пирогов и парикмахер. Для начала ты отправляешься на самую яркую часть сегодняшней программы, Артем. Ты идешь к сварщикам. Отлично, поехали! По-настоящему одной из самых ярких компетенций. Привет! Меня зовут Артем, представься, пожалуйста. Меня зовут Алан, фамилия моя Губиев. В этой компетенции участвует представитель Северной Осетии Алан Губиев, который стал победителем чемпионата России в прошлом году. Сегодня сварщики планируют закончить так называемую основную конструкцию. Что получится у них в итоге, мастера пока не знают. Расскажи, пожалуйста, Алан, что за условия этих заданий? Как у меня разбегаются глаза, скажу честно, я вообще не понимаю. Здесь баллон, здесь стержни, здесь то, здесь аппарат. Расскажи, как задание? У нас в этом году задание усложнили намного, не знаю почему, но справляемся все в одинаковых условиях. Вот по конструкции можно понять, здесь можно заварить как можно лучше на герметичность. Задача в том, что главное, чтобы не пропустило. Остальное, я думаю, все будет хорошо. Ну как вообще, как будут проходить? 3 дня будешь ты его сварить здесь? 3 дня сегодня, если получится, будем заканчивать вот эту основную, это называется у нас основная конструкция. Потом будем обваривать еще трубы, вертикал, тавровое соединение, все остальное. То есть нелегко, но что поделать? Что поделать, таковы условия. Ну что ж, удачи, Алан. Пока Артем общается с сварщиками, я пришла в настоящий рай для девушек. Компетенция флорист. На ваш взгляд, что самое сложное в составлении букетов? Знаете, этот процесс очень такой творческий, личный, да, у каждой девушки свой подход, свои мысли, своя идея. И мне кажется, да и вообще поймать какую-то ниточку, идею, и чтобы настроиться на нее, для того, чтобы осуществить сделать такую композицию, нужно себе ясно уже представлять свою идею, как она будет выглядеть. В каждой из 3 конкурсных дней у флористов особая тематика. Сегодня это композиция «70 лет Великой Победе». После они должны представить экспертам креативный букет на каркасе и, наконец, изготовить праздничную бутоньерку – аксессуар мужского костюма. Стоим возле двигателя. Это главная часть двигателя, основание двигателя, булок. Ваше задание связано именно с этим двигателем или? Нет, у нас очень обширное задание. Нам надо сделать автодиагностику, электрику, двигателей, систему ГРМ, газораспределения. Ничего себе, то есть 3 дня разные задания, и кто быстрее, кто лучше, да? Кто качественней? Качественней, кто лучше сделает на время, на качество. По технике безопасности тоже баллы у нас учитываются. Ну, расскажи, как вообще тебе соревнования? То есть, как дух, как настрой? Соревнования очень хорошо, организовано, много людей, так вот.
Нас расселили в гостинице. Вообще все шикарно. Так. Что для тебя эти соревнования? То есть способ найти работу или просто это для тебя хобби? Или ты, расскажи подробнее, что они для тебя? Как бы сказать, соревнования выбрали от колледжа. Предложили поехать, я согласился. Вот. Буду стараться что-то занять, какое-то место. Соревнования проходят в бешеном темпе, мы еле поспеваем за участниками. На мировое первенство WorldSkills от России поедет только один представитель каждой компетенции. Возможно, что в этот список попадут ребята из Северо-Кавказского федерального округа. Сейчас на данном чемпионате формируется и отбирается сборная Северо-Кавказского федерального округа. Она, соответственно, представит округ на чемпионате России, на финале в Казани в мае месяце. Дальше, надеюсь, кто-то попадет еще и в национальную сборную, в расширенный состав, для того, чтобы тренироваться и представлять Россию на международных турнирах. В этом году, кроме остинских пирогов, Северная Осетия представила еще две профессии – спасатель горный и туризм тоже горный. Посмотрим, так сказать, на исполнение, я думаю, будет очень интересно. В этом году появились и совершенно новые компетенции, среди них выпечка осетинских пирогов. На наше удивление, здесь приняли участие не только представители Северной и Южной Осетии. Компетенция осетинские пироги, она новая, как мы знаем, да? В этом году мы ее ввели впервые, поэтому участников у нас, для первого раза достаточно, думаю, 6 регионов заявились. Это Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ростов. Даже с Москвы девочка у нас приехала, и наша республика Северная Осетия. Задание довольно непростое. За 3 часа нужно приготовить 3 традиционных треугольных пирога с сыром. После пироги с картошкой и листьями свеклы. И самое сложное, по словам конкурсантов, пирог с мясом. Я учусь в 5-м лицее в Черкесске. Меня учительница пригласила поучаствовать в этой компетенции, и я с удовольствием согласилась. Как на твой взгляд, уже который раз ты готовишь осетинские пироги? 2 недели подряд мы готовились, учились, каждый день ели осетинские пироги. Наелись. Есть какая-то особая технология, как это нужно делать? Я думаю, это в большей степени настроение играет большую роль, а также, рецепт очень. Как? Очень вкусно. Ты умеешь готовить? Ясно. Артем, я когда-нибудь научусь и приготовлю тебе, обещаю. Потому что это очень вкусно. На мой взгляд, одна из самых сложных компетенций – парикмахерское искусство. Амин, расскажи, как проходят соревнования, какие условия? Условия, на самом деле, достаточно для нашего уровня, то есть выпускников, нормальные, то есть мы справляемся, и само жюри, мне кажется, субъективно и объективно судит нормально, так что без всяких сложностей проходит. А задания как, они сложные и сколько дней будет длиться? Расскажи поподробнее о том. Вообще все делится на 6 модулей. Это первый модуль, как вы видите, окрашивание с креативной стрижкой. Дальше будут уже модули по прическам свадебные и мужские стрижки. Объем работы у конкурсантов большой. За 3 дня 2 мужские и 3 женские стрижки. На каждое задание дается 2 часа. Эксперты поделились на тех, кто дает объективную оценку, следит за соблюдением санитарных и технических норм, и тех, кто дает субъективную оценку. Их время настанет, когда конкурсанты уйдут с площадок. И компетенция графический дизайн. Наверное, на сегодня для меня самое сложное. Я в этом совсем ничего не смыслю. Надеюсь, ребята мне помогут. Ребят, можете сначала простыми словами объяснить мне, что такое графический дизайн? Графический дизайн – это вообще средство отображения нашей фантазии, нашего вообще интеллекта именно в цифровых изображениях. Мы делаем, к графическому дизайну относятся всякие оформления типа логотипа, слогана, баннеров всяких, в этом плане. И такой общий вопрос для всех участников. На ваш взгляд, что самое сложное в этой компетенции? Ой, идея, правда, да.
Это больше как идея, чем реализация. Потому что если ты ничего не шаришь в этом, то лучше вообще не лезть. А так, если есть идея, то это очень круто. Это, считаю, что 90% всей работы. То есть, если идея не пришла, вы ничего и не сделаете, так? Нет. Это будет просто картинка и все, ничем не примечательно. А об условиях конкурса можете нам рассказать вообще? Что вы должны сделать сегодня, например, и за какое время? Конкурс состоит из 2 модулей. Конкурс идет 3 дня. Сегодня мы должны сделать логотип, придумать к нему слоган, сделать фирменный блог, сделать во всяких вариациях, как он будет смотреться в разных стилях, в этом плане. Потом разработать сувенирную продукцию. Типа там, как будет смотреться компания, кружки, вот, допустим, компании, всякие ручки, все такое. Обычная сувенирная продукция. А сколько времени дается, и вот как считаете, этого достаточно или все-таки мало? 1 модуль идет 3 часа, но это маловато. Достаточно. По крайней мере, укладываемся пока что. Мнения разделились, да? Вот и подошел к концу первый день чемпионата WorldSkills. Артем, я сегодня узнала много нового, но, наверное, самым большим открытием для меня стал графический дизайн. Узнала, откуда берутся все эти вывески, визитки, которые окружают нас каждый день. А мне понравилось все. Парикмахеры, сварщики, все работали, чтобы победить. И еще будут работать 2 дня. Но больше всего мне понравились остинские пироги, ты же понимаешь. Да, Артем, я обязательно научусь готовить, я поняла. Не то, чтобы я на тебя давил, но хотелось бы, чтобы ты умела их готовить. Мы увидимся с вами завтра. Артем Балатаев и Тамила Хамицаева.